В эфире штаб татарской молодежи. Мы находимся в Сарапуле, а точнее в деревне Пастухово, совсем рядом с Сарапулом. И вот здесь живет депутат районный, у которого удивительное хобби – коллекционирование машин. Всем здравствуйте! В эфире штаб татарской молодежи, и мы сегодня в гостях у человека истории, коллекционера, человека-музея. Зовут нашего героя Фарахов Ильхам Ильгизович. Ильхам Ильгизович, расскажите, как все начиналось, расскажите о себе, потому что таких людей очень мало, как вы, и мне очень хочется рассказать как можно большему количеству людей о вас, о том, как вы все это затевали, делали, с чего начиналось и во что в итоге вылилось, о своей коллекции и о себе. Добрый день. Здравствуйте. Конечно, нахвалили, но слишком много нахвалили. Я рядовой гражданин России на сегодняшний день. Поэтому, да, машина для меня, как сказать, второй или первый друг. Начиналось все с малых лет. У отца был служебный ГАЗ-69, приходилось уж и за баранку не только подержаться, и покрутить, и за рычагами, за баранкой покрутить и поездить на этих машинах. ГАЗ-67. ГАЗ-67. Анын дияры алдагы машиналар ГАЗ-64, анда түрлі модификациялар бар енді. Бұл машиналар қазір біздің ГАЗ-67 дегенде уже мына полный неге қалып, бұл серияға шығып кетті. Бұл түрлі модификациялар тоже, аның басында бронированный бәлекей машиналар да штамды. Түрлі модификация, мына бұл как командирский дегенде командирский деп айтамын енді. Шундай вариантта. БТР-60. БТР-60 мына 56-59 жылларда разработка сышланган бұл машиналарның. Вот. И шол бұл зас, как ничего айтайын, 60-шы жылдан, 76-шы жылдан Горьковск автомобиль заводында шығара башлаган БТР-60. Ну, алар бұл ничего айтайын, бұл бірінші ойлап шығарылған военныйлардың бірісі. Ал еще аннасы кетелер БТР-60, БТР-70, БТР-80-лар. Бұл теге основа, теге ұрыш еткенде основополагающий вариант БТР-60. Афганда да тоже бұлар қатнаштылар. Бұл БТР-лар. Потом... А во сколько вы сели за руль? Где-то, наверное, вот вам фотографию показывал, где-то годиков 6, наверное, не было, наверное, как точно. То есть вы уже могли водить? Да, реально уже могло, наверное, водить, да. Будем считать вот этот старт, наверное, вот тогда, наверное, получилось. То есть стаж у вас сейчас просто ого-го. Ну, если первое удостоверение на мотоцикл получил в 1974 году, Так. на автомобиле в 1977. Вот примерно такая история. Ну, в 8 классе отец первый, будем говорить так, первые, те года еще не разрешали на личную собственность оформлять автомобили. Он, значит, за разрешением там министерства выкупил себе автомобиль ГАЗ-69. Ну, был под эксплуатацией председателя колхоза, по соответствующим дорогам, по соответствующим условиям эксплуатированный автомобиль. Ну, в общем, машину разобрал, привели в порядок и собрал по новой. Вот, в принципе, серьезная работа была в классе 8. А эта машина сейчас есть в вашей коллекции? Эта машина сейчас у меня находится, я его подарил другу, который живет, Андрей Дяденко, сейчас живет в Казани. Мой однокашник, мы с ним учились в Казанском авиационном институте, тоже интересуется автомобилями. У него коллекция, вот сейчас этот автомобиль полностью перебранный в оригинале. Находится сейчас этот автомобиль в Казани. В Казани. А ваша коллекция вот с какой машины? Братишка дегенде, братишка дегенде, абайсам булай, бунысы нирак, азырақ тегесіне қарағанда ескерек. Мында полуторка моторлары белән, бу натуральный ГАЗ-67 деп монсы, чисто родной ГАЗ-67. Командирский вариант. ГАЗ-69. О,
Bunisi gashta deydi. Mana shugi mashinalarni azroq tagi o'zi vaqtlar o'zg'ash уже tagi nimaga aytaymi? Yangi modifikatsiya narsa kirishdi. Mana bu gashtlar chiqara boshlash bitgach, chiqara boshlalar gashta 9 и gashta 9. Gashta 9 8 собрание. Она была как мне тагisi 5 месяцев таги председательский вариант. Gashta 9 ашып болмаса. Именно бу мотор. Bu bizning BMW тоже 38 yilgi bu mashina mana. 38 38 yilgi BMW. Ana tagi qora mashinaning iyi bu. Ey, bugün bolsa da bir tapkır BMW ruluna oturam indi bugün. А здесь, да, вот эта коллекция, с какой машины Данная началась? коллекция началась, значит, обучаясь в техникуме по специальности техобслуживания ремонта автомобилей, в частности. Вот, на производственной практике работал вот на автомобиле ГАЗ-51 полгода. Все, в колхозе 22-го партсъезда Агрызский район Республики Татарстан, если уж точнее быть. Вот. Все это на сельхозработах, автомобиль все выполнял свои функции. И оттуда тоже, наверное, будем говорить так, зацепило меня, если уж так, в кавычках. Вот, когда уже взрослый, более-менее уже, когда уже работал на постоянной работе, в частности, электрогенераторном заводе, начальником транспортного цеха, данный автомобиль привезли из города Глазго в Удмуртской республике, в маленько запущенном состоянии, с документами, и полностью разобрали до рамы, полностью перебрали, привели вот такое его первозданное состояние, скажем. Это ваша первая машина? Это первая машина. В коллекции, да, вот это. из Если- коллекции. если так посмотреть, она вот- я тоже еще об этом думал вчера, вот началось вот с этой машины, в принципе. А дальше? Вот у вас почему-то такие разные интересы, получается. Вы собираете ведь не только легковые автомобили, у вас и Да. мотоциклы, и грузовики, и я даже вижу БТР. А давайте пройдем к вашей коллекции, посмотрим Давайте. поближе, вы расскажете удовольствием. историю. У каждой машины наверняка есть своя Да, история. у каждой машины своя история, свой характер, свой... каждой машине нужен подход, короче. Сейчас даже вот, если даже все не запомнишь, какой у него характер, вот сядешь, ключи повернешь, завести, можешь не завестись, потому что что-то нужно подтянуть, что-то нам нужно подкачать, тогда Мгм. она тебя еще послушает. Вот такая... А все машины на ходу, все Машины ездят. практически все на ходу, да. Да. Стараемся, чтобы они содержались на ходу и в соответствующем состоянии, видите, состоянии. Мгм. Ну, конечно, вот очередная задача их поставить, установить, закрыть хотя бы ангар, Мгм. хотя бы под крышу. Было Все-таки, бы да, неплохо. такие труды Такая надо задача, сохранить. Такая задача стоит, Да. потому что особенно зимний период, как говорится, вот оставлять их под снегом, Мгм. конечно. Обидно, Обидно, столько жалко, У труда. да. вас тут машина даже есть военного времени. Да, автомобили здесь присутствуют до военного времени еще есть. Вот МК, она уже начала производство, Горьковский автомобильный завод уже 39-го года. Вот. Более-менее калганнары өзіне келген. Мында что, ручканы қалда зашел? Нешенші елны дедік сен? 38-ші ел. 321. BMW 3021, 38 год. Бұлар барса да өзінікі все. Все, барса да өзінікі. Полурамный. Полурамный. Ну, мына аның теге Нивада кебек артта сениясын көтерәсең, тоже ортада отырасың инде. Аны без здоровый кешеләр дигәндә, нормально кире отырасың, ичендә бу карап тора бәләкәй кебек. Бәләкәй шул, әйе. Ай, юк, нормально отырасың иченә кире утыргач. Фазы яссы машина. Ай, барсына җитә.